привет! Понедельник. Через 1,5 часа наш поезд отправляется из Самары в Бишкек. Мы уже на вокзале. Зашли в кафе, купили с собой покушать. Обязательно компот, горячий чай. Сейчас покажу вам кафе, которое настоятельно рекомендую посетить перед путешествием. Сегодня чудесная погода. Вот здесь находится пункт досмотра и вход на вокзал. Это спуск на первый этаж к туалетам и местам отдыха. А вот это наше кафе, в котором я постоянно покупаю пироги в дорогу, компот, чай. Рекомендую вам. Это место проверено. Все очень вкусно и недорого. Здесь магнитики и сладости. Здесь газеты. Ну хорошо, компотик пьет. Лиза, вкусно? Мама, а мы тут компотер в поезд возьмем, мама. Можно сейчас попить, ничего страшного. У нас есть еще немного времени, чтобы погулять по вокзалу. Это лифт на первый этаж, чтобы не тяжело было тащить сумки. Сегодня как-то очень тихо. Наш поезд, скорее всего, отправится с 8-го пути, как обычно. Такой мини-зал ожидания. Можно зарядить телефон, очень удобные кресла. А вот и наш путь. На наш поезд пока еще посадку не объявили, рано, но я думаю, что примерно минут через 10-15 объявят. Все, мы сели. Поезд. Надо так. Вот эта печка, получается, топит весь вагон, как бы по кругу, да, тепло дает. Да. Классно. Ну такой труд тяжелый, да, вот это все, уголь туда закидывать каждый раз. Это немного сложно. Когда холодно, вообще сложно. Наш ужин, горячий чай, компот, блинчики, пироги с картошкой, зеленью и сыром, оливки, огурчики, перец. Отмечаем наш выезд из Самары.
Давайте приступать. Всем приятного ужина. Доброе утро. 3 часа 30 минут. Первая таможня российская. Дети спят. Интересно, будет собака в этот раз или нет. Собачка пошла. Красивая, да, Лиза? Ну, девочка, наверное. Ага. Вчера подходила к нам женщина, предлагала пирожки. Она в 9-м вагоне едет. Сейчас пойду к ней, попробую заказать нам макароны на завтрак. Короче, в этом же вагоне, даже в этом же купе едет начальница поезда. Когда я подошла спросить про макароны, эта женщина как-то засмущалась, хотя начальница не против всегда была, и это нормально. Ну, сказал, макарон не будет. Ну ладно, что делать? Придется есть лапшу. Что, личики помыты, зубки почищены, водичку уже пили. Завтрак наш готов. Мне кажется, выглядит аппетитно. Сейчас пойду схожу, планшет заберу и будем смотреть мультики. Так что приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Пассажиры, будьте осторожны. Стоянка поезда. Сейчас пойду хлеб покупать. Перевозчиком является Иркутская железная дорога. Да, здрасте. Так, у нас получается жвачка, семечки и хлеб. Сколько это получается? А сколько с меня получается? Мам, бажыс, бүгін беске, екіме күш жиырма. Екі жиырма. Рубль. Сколько рублей? Там автобус, да? 220, да? И такой раком шаткой. Шаргой, значит. Шаткой сүйгірзен порция сол. Паровоз впереди на этот раз. Где-то здесь наше место, но сейчас уже пора садиться, потому что стоянка всего 15 минут, из которых половину я ходила в магазин. Приветливые продавцы принимают в рублях, в тенге, в самах не принимают оплату. Вон водичку как раз заливает нам. А, дети меня нашли. Вон они, Никита и Лиза. Вон я вам купила хлеб.
Жвачку купила. И семечки. Че, Алис, когда ужинать будем? Ну, не знаю, можно сейчас. Нет, сейчас еще рано, давай через полчасика, часик. Красивый закат. Да. Доброе утро. Наступил новый день. Мой третий день в пути. Сегодня 14 декабря. И 15 декабря ночью мы приедем в Бишкек. Солнышко, прекрасная погода. За окном казахские степи. Скоро будем проезжать одно очень красивое место, и я вам обязательно его покажу. Кружка чая в поезде согревает и дарит ощущение домашнего уюта. Алис, нравится? Да. Че, Лиза, переедем в купе с тобой? Да. Пока нас не выгнали, да? Да. Включай лампочку. Поедем с комфортом. О, все сразу как-то по-домашнему стало, да? Уютно. Я сейчас себе тоже тут свет включу. О, здорово. Прям как фирменный поезд у нас, да? Смотри, какие красивые занавесочки. Лесенка, да.
Никита по купе гуляет. Осталось нам 2 часа до таможни, а там уже и Кыргызстан рядышком. Дети подустали сидеть 2 дня в поезде. Вот пошли. Вечерний променад у нас. Предпоследняя таможня у нас. Выезжаем из Казахстана. Осталось совсем немного. Никита, ты устал? Да. Да? Ну, скоро папа нас заберет, встретит. А на платформе, как я понимаю, будет, да? Папа будет на платформе, конечно. Он к поезду подойдет, он знает, какой вагон у нас. Катим по территории Бишкека. Время почти 1:30 ночи. Вот, устали детки. Все, собираемся. Давайте обувь одевать на выход.